вас на святой мши. Сегодня мы переживаем урочистость двух апостолов, святых апостолов Петра и Павла. Два філяри нашої християнської віри, дякуючи їх крові, їх свідченню, ми маємо сьогодні релігію тут, на наших землях. Два чоловіка з різних тяжкої історії. Один зрадив, другий переслідував Христа. Але кожен з них, дякуючи їм, ми маємо сьогодні віру. На їх крові, на крові мучеників і апостолів, ми маємо сьогодні нашу віру. Тому достоинство святых апостолов Петра и Павла проставить перед доброму Богу наши интенции и просьбы. Я хвіру эту на святейшую ахвяру области здоров'я, Божье благословенство, опеки на святейшей Панны Марии для Павла и для всего его семьи. Прошу доброго Бога, да благословим далее в его житті. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, вчинками, занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу Найсвятейшу, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, отпустивши на грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала Божия Богу, А на землі спокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, что всемогутный, если не одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Боже, Сыне сада, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який святиш праворушайца, змилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвищийший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога, молится Аминь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты одарил нас великою и святою радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховать науку святых мужов, от яких Ён отримав дав віри, праз Пана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і благодарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Деев апостолов. У тыя дні король Ирод почал переследовать некоторых людей з костела. Забил Якуба, брата Яна, мечом. А коли убачил, что это сподобалося юдеям, схопил так само и Петра, а были дни празнаков, и, затрымавши его, посадил у темницу и загадал 4 жаўнераў вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу.
Так Петра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірад хацеў выдаць яго, той спаў паміж двумя жаўнерамі, скаваны падвойнымі ланцугамі. І ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось анёл Пана з'явіўся перад ім, і святло зазяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй». І ланцугі апалі з рук ягоных. І сказаў яму анёл: «Падперажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мною». Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што Пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, чаго чакаў народ юдэйскі». Гэта Слова Божае. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованные, я уже проливаюся, як ахвяра, і настав час майго одыходу. У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне Пан, справядлівы суддзя, у дзень той. І не толькі мне, але ўсім, хто полюбіў яго аб'яўленне. Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведаванне і каб пачулі ўсе язычнікі, і каб пазбег я ільвінай пашчы. Уратуе мяне Пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне для свайго нябеснага валадарства. Яму слава на векі вякоў. Амен. Гэта Слова Божае. Thank you.
С вами читание Святого Евангелия поводле Матфея. У те дні прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався учнів своїх, кажучи, ким люди лічать Сина Чоловічого? І вони ж сказали, одні Яном Хрестителем, другі ж Іллею, а інші Єремією, ті одним з пророків. І він каже їм, а ви ким лічите мене? Симон Петр отказав, ти Христос, Син Бога Живого. Тоді Ісус сказав йому отказ, щасливий ти, Симоне, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі это, але Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на этой скале я побудую костел мой, і брами пекельні не перемогуть його. І дам тобі ключи владарства небесного, и что свяжешь на земле, то и будет связано у небе, а что развяжешь на земле, то и будет развязано у небе. Это слово Пана. Если еще детки какие-то в костеле, приглашай сюда ближе. Идите сюда ближе, да, ко мне. Маргаритка есть, вот, здорово. Ближе, ближе, да, спасибо. Леша, спасибо. Хорошо. Кто у нас сегодня такой самый внимательный? Какой у нас сегодня праздник? Ну, давай. День Святого Павла и Петра. Да. Два апостола, Петр и Павел. Знаете его историю? И Петра, и Павла. Сегодня будем знакомиться. Петр что? Петр у нас суровый. Петр у нас горячий. Хорошо. Смотрите, сегодня это очень важные такие два святых, два апостола, благодаря которым, да, сегодняшняя вера тоже есть на земле. Они первые, кто действительно много чего сделали. Давайте сперва познакомимся с первым. Это святой Петр, да, понятное дело, это рисунок. Что в нем особенного? Что у него такого есть? Ну? Что он старый. Да, старый. У него борода. Спасибо, Янок. А что еще? Что вы видите? Что-то такое есть у него? Ключ. Вот, молодец, Маргаритка. Смотрите. Ключ. Почему ключ? В сегодняшней Евангелии тоже мы это слышали, что Иисус говорит, что я дам тебе ключи от владарства небесного, да, от Царства Божьего. И все, что свяжешь здесь на земле, будет связано на небесах. А что развяжешь, будет развязано на небесах. Но вообще, Петр получил только сегодняшнее Евангелие свое имя. А так, на самом деле, его имя было Симон. Это его настоящее имя было, Симон. Он был рыбаком. Он был рыбаком в Галилее. И Божий Иисус его призывает. Призывает то, чтобы он служил, да, и ловил с этого дня, будет ловить людей. Хорошо. И он становится первым учеником Пана Иисуса. И в дальнейшем он тоже через 3 года будет вместе с Иисусом ходить. Да, будет учиться, слушать будет Иисуса. Но что сделал такого святой Петр? За что он очень сильно потом сожалел. Всю жизнь он сожалел. Ну, что? Васек ухо, да, это сделал он. А что он такого сделал? 3 раза. Что-то сделал 3 раза. Ну? Он 3 раза предал Иисуса. Молодец, умница. Да. Святой Петр, да, отрекся от Пана Иисуса 3. Он сказал, его спросили там, а ты знаешь Иисуса? Он такой, не, вообще первый раз слышу. Нет, я 100% тебя видела где-то с ним. Не, я его не знаю. А перед этим говорил, если все бы отреклись, я от тебя никогда не отрекусь. И позже, да, святой Петр об этом будет сожалеть всю жизнь. Иисус ему потом на берегу задаст 3 вопроса очень важных. Да, любишь ли ты меня? И он ответит, да, будет говорить, что да, я люблю тебя. Но, и что самое важное, в сегодняшней Евангелии он получил имя Петр. Петр с греческого означает, знаете что? Ну? Нет. Ну, сестра подсказывает даже вам. Ну? Наша сестра же там уже громко же кричит, скала. Имя Петр означает скала. Он, и Иисус сказал, что на этой скале я построю свой костел, и врата ада никогда его не смогут победить. И так было. Святой Петр отдаст потом свою жизнь за Пана Иисуса. Смотрите,
он был тоже человеком грешным, но через свое старание, за свою любовь и то, что он умел простить, да, Иисус его прощает и делает первым папой римским. Это самый первый наш папа. Святой Петр – это первый папа, который он позже будет вложить руки на новых епископов и так далее. Это был наш первый папа. Хорошо. Мы познакомились с святым Петром. Теперь познакомимся со святым Павлом. Святой Павел. Как вы думаете, что у него такого есть интересного? Ну? Меч. Книга Библия. Да, и борода, да. Ну? У него мантия. Мантия, хорошо. Но самое важное – это меч и Библия. Почему? Сейчас мы тоже будем узнавать. Его имя оригинальное – Шавель. Не Шавель, а Шавель. Шавель, да, это его настоящее имя. И он, дорогие детки, был фарисеем. Он был фарисеем, который тоже учил людей. Он хорошо знал Святое Писание. Но он страшно ненавидел христиан. Он страшно нас ненавидел. Он не хотел, чтобы мы были. И он сажал в тюрьмы, да, христиан. Он очень их не любил, он их преследовал. Скажите, дорогие детки, если кто-то бы над вами издевался, смеялся с вас, смеялся с вашей семьи постоянно, а потом к вам пришел бы и извинялся, вы бы приняли такого человека? Нет? Я бы его побил. Не приняли бы. Я бы тоже не принял, да? Никто из вас бы не принял. Смотрите. Святой Павел, он страшно не любил христиан, он их преследовал. И когда он узнал, что в Дамаске собрались христиане, он такой: ах, эти негодяи, надо их поймать и посадить в тюрьму. Сел на коня, взял еще 2 слуг и поехал на Дамаск. Ехал, и как вдруг его ослепило сильно яркое, яркий свет ослепил его. И тогда он услышал голос. И говорит: Шавел, Шавел. Он сказал: кто ты, Господь? Он говорит: я Иисус Христос, того, кого ты преследуешь. И святой Павел теряет зрение на 3 дня. Такие, знаете, реколлекции для него. Он 3 дня постился, 3 дня ничего не кушал. И потом Иисус объявляется к своему ученику Ананию и говорит: Ананий, надо, чтобы ты пошел и наложил руки на Павла. Он говорит: Иисус, ну как? Ведь он нас преследовал. Ведь он столько святых посадил в тюрьмы. Как? Мы его должны принять? Иди, сделай то, что я тебе говорю, ибо он будет величайшим апостолом. И Ананий так и сделал. Он пришел, наложил руки, и святой Павел прозрел. Он встал и получил тогда свое имя – Павел. Павел переводится с греческого как «малый» и «скромный». Это имя Павел. И, смотрите, вы все сказали, что вы его не приняли, правильно? Да, вы все так сказали. Ну и представляете, святой Павел приходит в эту общину, да, приходит к христианам, и все начали от него отворачиваться, бояться. Ведь он только что нас преследовал, а вдруг он шпион, вдруг он хочет опять нас посадить, да, в тюрьму. И только был его друг Варнава, который его принимает и говорит: нет, это уже новый человек, новый христиан. И все христиане его прощают. Все его простили за то, что он делал. И святой Павел становится очень таким сильным апостолом. Почему? Он первый, кто начинает выходить и идти приглашать язычников. Не евреев, а язычников, греков, римлян, с Африки. Он много начинает здесь путешествовать. И почему он держит в руке Библию? Если мы откроем Библию, детки, то 1/3 Нового Завета напишет святой Павел. Он очень много будет писать, создавать общины, спільноты. И он, дорогие детки, первый, кто принимает. Благодаря нему мы сегодня тоже здесь, на территории нашей, да, появилось тоже христианство. То есть он открыл первые границы, он пошел дальше. Раньше думали, что только евреи должны были стать христианами, а он идет дальше. Он открывает эти границы и приглашает еще больше и больше. Смотрите, 2 святых сегодня мы вспоминаем. Каждая из них была очень сложная история жизненная. Святой Петр отрекся от Пана Иисуса, но потом признавался, что он говорит, что я люблю тебя. Да, стался святым. Святой Павел преследовал, но потом стал величайшим святым, величайшим апостолом. Что это говорит нам? История этих 2 людей. В каждой этой истории мы можем найти себя. Мы тоже можем найти себя. Смотрите, дорогие детки. Если мы согрешим, что мы делаем? Куда мы идем? Исповедаться, правда? И мы говорим Богу, что все, я
больше не хочу грешить. Я хочу вести правильную, хорошую, святую жизнь. Но потом что мы делаем? Опять согрешили. Смотрите, то же самое, как святой Павел, Петр, правильно? Он говорил Иисусу: нет, Иисус, я никогда тебе не предам. Даже если все бы отреклись, я буду всегда с тобой. И что сделал? Предал, да, отрекся от Иисуса. Точно так же и мы, да. Мы говорим: Боже, все, 100% я уже не буду грешить, буду стараться. Но потом опять падаем. И потом опять говорим, что Боже, прости меня, да, как святой Петр. И тоже как святой Павел. Смотрите, дорогие детки. Есть люди, которые не верят в Бога, которые преследуют Бога. Но даже с таких грешных людей Господь выводит кого? Святых, да? И поэтому у каждого из нас есть своя история. История жизни, в которой вы будете свою проживать, ваши родители, дедушки, бабушки, каждый переживает свою историю. Но что самое важное? Чтобы наша история всегда и шла к тому, к одной цели, да, к Богу, чтобы каждый из нас стал святым. Это наша единственная цель и призвание, которое нам дает Господь. Мы тоже можем упасть, как и Павел, как и Петр, но очень важно подняться, да, и поменять себя. Да, изменить, навернуться до Бога и стать святым. И это наша главная цель нашей жизни. Поэтому, дорогие детки, я вам тоже желаю, чтобы ваша история, только ваша история, да, вела вас только к Богу и к святости. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога. Радостью святкуючи урочистость святых апостолов Петра и Павла, узнесем до Бога наши просьбы за костел и свет. Молимся святого Отца, каб он непохисно боронил веру и запаливал в людских сердцах любовь до Христа, тебе просим. Молимся за бискупов и пресбитеров, каб они за данностью апостолов обещали свету Христовое избавление, тебе просим. Молимся за миссионеров, как заступництво святых апостолов отцовывало их у проповедования Божьего Слова. Тебе просим. Молимся в интенции Святой Мши, о здоровье Божьем благословенстве, пеки на Святейшей Панны Марии, для Павла и для всей его семьи. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, как мы своим життем подтверждали веру, якую вызнаем в устном. Тебе просим. Боже, прими наши молитвы учеников, про заступництво святых Петра и Павла, Твой костел возрастал у правдивой веры, прос Христа, Пана нашего. Amen.
браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Твоих за прославление и хвалу имя Своего, сама на корысть нам и всему костю. Просим Тебе, Пане, нехай заступница святых апостолов, сопровождай наши дары, які мы Тебе приносим, и допоможи нам побожно удельничать у этой ахвяры, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і спавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа. Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апостолам Пятру і Паўлу. Пётр першы визнаў веру ў Христа, і сынаў Ізраіля, якія навярнуліся, заснаваў першы касцёл. Павел атрымаў ласку яснага разумення праўды веры і стаў настаўнікам паганскіх народаў. Яны, хоць і розным чынам, сабралі ў адну сям'ю вызнаўцаў Христа і злучаныя ў нябеснай хвале разам прымаюць пашану на зямлі. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинях, благословленный, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасць з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостола Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете. Удоскональ його в любові, разом з папом нашим Леоном, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто Твоєю ласки дошов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами, со святым Петром и Павлом, и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з імі ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе,
Славі Божойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуешь избавенные заповеди и Божие наставления наученные, осмеливаемся казать. Мой жар, который воспринимает, святися имя Твое, приди Царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас всего злога, да ласково супокой дни наши, да поможи нам и милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаны на вечеру ягоною. Пане, не варты, как кто пошел до меня, але скажи только слово, а будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Добрый Боже, умацованный на святейшим сакраментом, покорно Тебе просим, учеников мы, як першие христиане, завсёду дельничали ломании хлеба, и заховываючи верность, науце апостолов были одним сердцем и одной душою, браз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марии, Мати Твоей, яка народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе, в інтенції этого ненародженого дитяті, якого духовно хочу усиновить, який знаходиться у небезпеці аборту, прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке Ти сам этому дитяті предвизначив. Амен. Послухаємо душпастерські об'яви. Святий Рожанець на гэтым тыдні просім правесці наступныя рожанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай міласэрнасці, аўторак Маці Божай Шкаплернай, серада благословленных мучеников з Беларусі, чацвер нараджэння свяцейшай Панны Марыі, пятніца Маці Божай Частахоўскай, субота каралева веравызнаўцаў, нядзеля Маці Христовай. Інтэнцыі святого Рожанца на ліпень. Молімся за людзей старэйшага пакалення, каб яны карысталіся належнай павагай і апекай у нашым грамадстве, аб узросце клопату аб людзях пакінутых і хворых, аб аказанні ім магчымай дапамогі з боку веруючых людзей і дабрачынных касцёльных устаноў. На гэтым тыдні ў літургія азначае 3 ліпеня свята святага апостола Тамаша. Першы чацвер месяца таксама это будзе, і молімся шматлікіх і святых пакліканнях да святарства, манаскага і місійнага служэння. Святая гадзіна і малітвы в гэтай інтэнцыях у нашым касцёле на гадзіне 17:30. 4 ліпеня, першая пятніца месяца. Асаблівым чынам ушаноўваем найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, набажэнства узнагароджвання сэрца збаўцы на гадзіне 9 пасля супольнага ружанца. 5 ліпеня, першая субота месяца, аддаем пашану беззаганнаму сэрцу Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да Маці Божай на гадзіне 9 пасля супольнага ружанца. 6 ліпеня, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой мшы, гадзіне 9, выстаўленне Найсвяцейшага сакрамента, вяночак да Божага міласэрдзя і адарацыя да гадзіне 13. Пасля мшы, гадзіне 13, эўхарыстычная працэсія, урачыстае благословленне і змена урожанцовых таямнічак. З 4 па 5 ліпеня, пятніца і субота, пройдзе адпустовая урачыстасць у санктуарыі Маці Божай у Буцлаве. З нашай парафіі 26 чэрвеня вырушыла пешая пілігрымка. У гэтым годзе, апроч пешай пілігрымкі, плануецца арганізаваць пілігрымку аўтобусам на адпустовую урачыстасць у санктуарыі Маці Божай у Буцлаве. Запісацца, атрымаць падрабязную інфармацыю можна ў закрысты або ў пані Бажэны ці пані Тэрэсы. Збліжаецца урачыстасць у нашым дыцэзіяльным санктуарыі Маці Божай каралева нашых сямей у Тракелях, якія пройдуць з 11 па 12 ліпеня. З нашай парафіі 11 ліпеня вырушыць пешая пілігрымка ў Тракелі. Распачнем наше вандраванне да Маці Божай а гадзіне 12. Таму сардэчна запрашаем узяць удзел у пілігрымцы, знайсці час, каб разам з сёстрамі і братамі ў веры крочыць з Христом і за ім, дзякуючы за дар нашай матулі Найсвяцейшай Панны Марыі. Захвочваем, дарагія браты і сёстры, пайсці, як ведаеце, гэта не 250 кілометраў, трошачкі бліжэй маем да Маці Божай Тракельскай. Захвочваю вас усіх, можа, хто бы мог адпрасіцца з працы, або лепей клешчык з цэлымі сем'ямі, каб вы вырушылі да Маці Божай Тракельскай. 11 ліпеня распачнем о гадзіне 12 і вырушым да Тракель. Таму сардэчна ўсіх запрашаем. Сапраўды, пайсці, падзякаваць, памаліцца. Гэта вельмі важны момант і момант вызнання нашай веры. Так? Пры выхадзе з касцёла можна набыць новы нумар дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяры і за усялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Калі ёсць такая магчымасць, захвочваем прыносіць кветкі да касцёла, што таксама з'яўляецца выразам нашай удзячнасці Богу.
Акрамя гэтага, яшчэ вялікі дзякуй усім, хто прыняў удзел у працэсе Божага цела, рыхтаваў алтары і аказваў розную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Ісусу міласерднаму праз заступніцтва Маці Божаліцкай, а на гэты тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа.